Любимые и почитаемые народом матушки. В Курске осветили храм во имя святых блаженных Матроны Московской и Ксении Петербургской. Строительство началось летом прошлого года. Моя коллега Екатерина Худякова побывала на первом богослужении и узнала, с какими сложностями пришлось столкнуться тем, кто принимал участие в возведении церкви. У них не было ни семьи, ни денег, ни собственного угла. Матрона, неграмотная крестьянка, слепая от рождения, четверть века скиталась по квартирам и подвалам. Ксения, рано овдовев, взяла на себя самый трудный христианский подвиг – юродство. Эти две, казалось бы, несчастные женщины могли быть только предметом милосердия и снисхождения со стороны других людей. Но праведницы обладали даром духовного рассуждения, чудотворения, исцеления и сами всем помогали. Еще при жизни их стали почитать как святых. К блаженной Матроне Московской, как вы знаете, к святым мощам, которые почивают в монастыре Покровском на Таганке, всегда множество людей. Как и она говорила, когда я была еще жива, когда я умру, меня забудут на какое-то время, но потом найдут мою могилку, и ко мне столько пойдут народа, множество людей, и я буду всем помогать. И так ведь и есть. Вторая святая похоронена в Петербурге, на ее могилке тоже всегда многолюдно. Теперь в Курске есть храм во имя блаженных Матроны и Ксении. Это первая церковь в регионе в честь этих святых. Матрона Московская – это святая, которая нам помогает и нас любит, и мы ей молимся. Лично я прошу ее, чтобы она дала здоровье всем моим близким и родным, это в первую очередь. Ну и лично и свои тоже прошу, всегда помогает, всегда слышит. Уже очень много раз у нее в Москве была в храме. Я читала книгу про Матрону Московскую. Она очень любила Бога, ему молилась. И сейчас она нам помогает во всех делах и исцеляет. На первом богослужении храм был заполнен верующими, а ведь совсем недавно на месте стройки прихода развернулась настоящая война. Бросались под экскаваторы у нас люди и могли помоями облить вот это все. После того, как над Зарей возвысился величественный храм, споры поутихли. Основной предел осветили в честь Матроны Московской. Весь поселок пришел на первую службу. По благословению патриарха Московского и всей Руси Кирилла в приходе разместили частицу мощей блаженной Матроны. Екатерина Худякова, Геннадий Воробьев, телеканал «Сейм».